8 лет прожили здесь. Дружные, все дружные. Никто здесь не пьет, не хулиганит. Мы как только открыли вот этот вот туалетный запах, грубо говоря, говна. Даже сейчас с улицы слышны крики тех, кто живет внутри. Восемь лет назад многодетная мама Анастасия Решетникова впервые переступила порог этого дома со своей семьей. Момент этот, не сказать, что был счастливый, как это обычно бывает при переездах, потому что комнаты здесь достались им как погорельцам. Я только утром пожаловалась старшему сыну, что по утрам холодно, он хотел, чтобы тепло было маме утром просыпаться, и добавил дрова. Но забыл закрыть заслонку. А я от усталости уснула, не проверила. И началась гореть крыша. Ко мне сосед прибежал, через 2 дома, что ли, было. Прибежал, стал стучать, будить, что мы горим. Причиной пожара стала раскаленная труба. Об этой истории в свое время писали в СМИ, помогали общественники и неравнодушные. Появилась надежда. Одни соседи посреди ночи пришли, приутили нас, сказали, у нас переночуйте. На следующий день автодорожный округ приехал. Из женсовета нам предложила свою комнату, которая в то время пустовала. Мы пока жили там. И 3 дня я бегала по всем инстанциям. И мне однажды позвонили из ТЖО и сказали, приходите, мы выдаем вам комнату. Поселили семью аж в 2 просторных комнатах, как-никак 5 детей. Но предшествовало этому долгое хождение по мукам. Почти год Решетниковы жили у родственников, там же и прописались, в надежде, что совсем скоро будет построен их новый дом. Мечтам не суждено было сбыться, стройка застопорилась, с работы уволили, а участок пришлось продать. И вот уже 8 лет Решетниковы живут в доме маневренного фонда. Про такие ситуации обычно говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Этот случай оказался исключением, и черта была проведена еще в начале сентября. В начале сентября представители ДЖО мне дали повестку о выселении. Я даже не знаю, куда мне выехать. Но они сказали, что по закону должны были 2 года предоставлять, но в самом начале об этом мне ничего не говорили. В доме помимо семьи Решетниковых проживают и другие. Для всех эта новость о выселении стала большим ударом настолько, что за извещением последовала настоящая трагедия. Умер брат одной из жительниц дома Лены Тасагыровой. Пенсионерка долгое время ухаживала за больным родственником, который, как считают женщины, просто не выдержал гнетущей атмосферы и ушел. 8 лет прожили здесь. Дружные, все дружные. Никто здесь не пьет, не хулиганит. Сейчас на Лонгинов, если пойдем, 6 квадратных метров, как там жить? Там пьющие, там еще говорят аварийный дом. Отопления до сих пор не было. Еще с 3-го этажа капает, говорят, не знаю. Я туда не хочу. Но и этот дом по объективным причинам непригоден для жилья. В общем-то, такова причина расселения. Здание признали аварийным. Однако понять местных жителей тоже можно. Они жили тут годами, сами строили свой уют и уверены, дом выдержит еще не 1 год. И как вы уже наверняка успели заметить, предлагаемые варианты переселения женщин не устраивают. Вот один из домов маневренного фонда, где Анастасии Решетниковой и ее семье предложили квартиру на замену. Отказалась она от нее по многим причинам. И вот одна из них. Даже сейчас с улицы слышны крики тех, кто живет внутри. Вы не представляете. Я открыла дверь в подъезд. Я от одного только перегара опьянела. Что говорить о детях? Ладно, в общаге, как в общаге, все грязноватенько, сносно.
Поднялись мы наверх на второй этаж, бабушки нам выдали. На втором этаже посмотрели, и там рядом в соседнем комнате была дыра на полу. То есть это в каменном доме дыра на полу. Практически видно первый этаж. Поднялись на третий этаж, 2 комнаты, которые должны были предоставить мне. По углам там была, как сказать, плесень или что там от сырости. Потом предложили на Билибина 17/1. Квартира двухкомнатная. Мы с дочкой, с младшей, поехали, посмотрели. Я обрадовалась. Эти дома, в народе говорят, сиротские дома, 3 дома подряд стоят, 4-этажные. У нас на первом этаже. Мы зашли и обалдели. Мы как только открыли вот этот вот туалетный запах. Запах, грубо говоря, говна. Открыли, и на полу мы не поняли, что это такое. Включили свет, а это, оказывается, все фекалии расплыты по всему квартире. Я понимаю, когда только на санузле или в туалете там разлит, а она по всей квартире, и в большой комнате, и в маленькой комнате. Как так можно? И все отключено. Это стоит давно, то есть запах уже въелась в стены. А ДЖО мне сказал, ну там же нужен только маленький ремонт. Как они представляют, я, мать одна, работаю, занимаюсь детьми, еще как я должна вот эти фекалии убирать, детей заставлять убирать эти фекалии. Казалось бы, проблеме с расселением уже 8 лет, ведь не стал же дом аварийным в одночасье. Однако мало того, что жители просто огорошили этой вестью, так еще и не предложили достойной альтернативы. Только 6 квадратных метров на каждого. При таком раскладе в комнате не хватит места даже на минимально необходимую мебель. Что ж там говорить об удобстве? Месяц назад специалисты ДЖО поспешили ответить. Ситуация взята под контроль. В связи с аварийным техническим состоянием в настоящее время проводятся работы по переселению граждан, то есть в иные жилые помещения маневренного фонда. Ну, в любом случае, с каждой семьей мы будем это все, каждый вопрос индивидуально отрабатывать, пытаться найти выходы из ситуации и предложить что-то, на что они согласятся. Сегодня департамент отказывается от официальных заявлений с оглядкой на судебное разбирательство. Да-да, за нежелание покинуть дом и переселиться в предложенные варианты Анастасия и еще несколько жильцов получили копию искового заявления. Истребовать из незаконного владения муниципальное жилое помещение по адресу город Якутск, улица Чернышевского, дом 58А, квартиры 6 и 7. Выселить из жилого помещения по адресу город Якутск, улица Чернышевского, 58А, квартиры 6 и 7 без предоставления другого жилого помещения. Не будем делать выводы, но, видимо, именно так и выглядит попытка ДЖО найти выход из ситуации и индивидуальная работа с гражданами. В свою очередь, Анастасия Решетникова обратилась в прокуратуру. В составлении своего заявления ей помогла адвокат Галина Ким. По ее словам, в соответствии со статьей 40 Конституции РФ, каждый имеет право на жилище, а органы местного самоуправления обязаны содействовать в обеспечении жильем граждан, нуждающихся в нем. Более того, жилым помещение признается только если оно отвечает установленным санитарным и техническим нормам. В силу статьи 57 Жилищного кодекса жилые помещения из маневренного фонда предоставляются временно до решения вопроса с обеспечением постоянным жильем. Выселение из такого жилья возможно только при условии предоставления иного жилого помещения, отвечающего требованиям закона. Трудность для Анастасии заключается в том, что у нее и ее детей есть городская прописка. Это само собой, ведь иначе она не смогла бы ни устроить детей в образовательные учреждения, ни получить работу, ни претендовать на государственные детские выплаты. В ДЖО же, по словам женщины, ей предложили проживать по месту прописки. Брат мне очень помог. И до сих пор помогает тем, что он нас прописал. Мы действительно у него жили там год. Он до сих пор меня жалеет, моих 5 детей, и оставляет прописку за нами.
Еще месяц назад жильцы дома были настроены решительно и желали добиться для себя справедливости. Однако уже сегодня руки у них опустились. Например, пенсионерка Лена Тасагырова, которая в начале нашего материала оплакивала брата и говорила, что ни за что не согласится на предложенные условия, сдалась и переехала в общежитие Аполлонгинова. «Если не помогли детям, то одинокой пенсионерке и подавно», — сказала она, прощаясь с соседями. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Артумен Наговицын, Якутск.